Добрый день, я Надежда Белохвостик. А я Павлюк Быковский. С вами последний в 2024 году выпуск подкаста «Безнадейно». С Павлюком. Да, мы сегодня собираемся подвести кое-какие итоги, и у нас сегодня необычные гости. Здрасте, вот Нашли. Здравствуйте. Нашли. Как мыши. По этим масонским коврик. квартирам. Слушайте. Ну что, Николаевич, смотрите. господи, и О, и свет не работает, смотрите. всё, электричества нет. Вот Замерзает. да. А расцветка хорошая, вот это молодцы. Да, подготовились. зелено-красная. Как бы сочетать- Осветили помещение. Посмотрим, что еще тут у них есть. Скажите, Что еще тут? у вас- Телефончики. Смотрите, какая елка. Убожество. Инвентарного номера нет. минимализм, я бы попросила. Вот-вот. Это вынужденный Этими словами минимализм, все да. объясняется, минимализм. Ну, Минимализм. какие-нибудь брестские ковры, по ногам же дует. Вы же женщина, почки Без простудите. ковров надо же никуда же. О себе как-то... Под ковром все самые важные вопросы решаются. Да. Ну что? А где Вот стекло? приятно сразу заботу такую Да, да, чувствовать. за стол. Да, хорошо. Ладно, не надо нас подмасливать. Что, Где стекло, под которое документы кладутся? Ладно. Холодит оно стекло. Как вас Хорошо. зовут? Павлюк. Вас? Надея. Где? Вы... вы нас знаете. Конечно. Мы? Кто? Мы? Вы. Вы. О, да, правильно. Но Мы. не наоборот. Но наоборот это не работает. Да. Ну вы семейная пара, да? Нет. Нет. А, видишь, это Европа, тут не принято. Да. Тут ля-ля-ля, гулять, шоколадки, все, и Сергей Николаевич, бесконечности. у нас есть мужчина и женщина, а в Европе говорят уже там и не только средний пол, там вообще черти Валет, что. дама, король, туз. Но мы выясним это у вас, потому что вы как Давайте бы- мы начнем немножечко с Беларуси. Давайте. От печки. Да. У нас тут до Нового года несколько дней остается, а говорят, что в Минске в торговых центрах запретили песни Джингл Бенс. Jingle Bells и Last Christmas. Что не так с ними? Правильно, правильно. Господи. Господи, А что? что? Вам не знакомы такие слова, как денацификация и импортозамещение? Депримируем мы их, в общем, как говорится. А что вам нравится в этих песнях? Вы знаете, о чем они поются? Ну, да. В общих чертах. А я, конечно, английский язык недосконально знаю. У меня где-то уровень Вы хороший, АБ. по-немецки вы выучили. Немецкий я выучил, надо. По сериалу. Но 17 я мгновений почитал, про что эти песни. Вот Last Christmas. Вот что это. Послушайте, ну вот ласты это же такой летний вид спорта. Ну, конечно. Причем тут Рождество? Да. Ну куда это? Что вы прилепливаете, а? А эта песня Звонят. Jingle Bells. Это про колокольчики. Ну, мы понимаем, колокольчики. Ну. Мелкие, понимаете, мелкие. А у нас Маленькие, бубенчики. есть наш аналог, не бубенчики их, а наши. Москва звонят колокола. Это же Вот. наши. Это же искренне белорусская песня. Николай, а мне еще нравится кольщик на коле мне купола. Тоже. Почему не сделать это новогодней песней? Хорошая песня. Это более народное. Тем более, Сергей Николаевич очень коррелируется с Национальным театром имени Янки Купала. Да, Купаловский театр, Купола. Я Очень хорошо. предлагаю новому министру культуры, который у нас сейчас. Такой поджарый. Да, хороший парень. Он и поет, и танцует, все умеет. Он и жонглирует, наверное, неплохо. Да. И фокусник, и может еще не то. А вышивает? Да, да. да. И огнем может, как в цирке. В общем, поставить маленький купол такой золотой на Купаловский театр и повесить красно-зеленый флаг. Будет замечательно. Да. Ну на Колосовском театре не надо так делать. Колос не Это не надо. значит, что колосья надо. Колосья, что Ну мы красиво. ответили на вопрос. На Развернуто. Вполне. Более понимаете, да? Да. Но вот Чувствую какой-то подвох от Павлюка, Сергей Николаевич. Давайте. Там в ухо замаскированы, уже шепчут, что сказать. Мы знаем. Кукловоды. Мы знаем, кто вам шепчет. Мы знаем, кто вам Ваши шепчет. Не надо. кукловоды. Мы со временем мы назовем фамилии. У вас. Будет очень интересно. Да. У Ладно, нас- мы готовились к вашей встрече. Ну, Да, да, конечно. конечно. У меня вот есть такой вопрос. Говорят, что Европа замерзает. А, еще голодает. Еще голодает. Еще соли нет и каши. Ну, вы вообще-то от повестки очень давно уже отстали. Может быть, она и замерзает, может быть, она не... Это не важно. Она замерзнет рано или поздно. Она уже начала давно замерзать, когда начала продвигать Индивидуальность. эти свои ценности, никому нам не нужные. Вы понимаете? Может, даже если они не замерзнут, они замерзнут обязательно именно из сути своей. Откуда вы сказали? Из сути своей они Как замерзнут. интересно. Понимаете, почему? Надо, Потому что надо записать. холодные, Если кто-то, запишите, это хорошая цитата, потом вернете. холодные люди. Вот Европейцы мы холодные. как что?
Мы зашли в комнату, надышали друг другом, пообнимались, Да. душевно, надышали. Не проветриваем, Не ничего. проветрили, и все хорошо. Тепло зато. А у них дух что? есть, дух у Дух. нас. Вот обнялись, вот так, вот по-мужски, вот так, да. по-мужски. вот. А Сергей Николаевич, а они что? Комфорт. Да. В баню сходили, не У знаю. нас и жира много едят люди. И жиры, Ну. у нас, понимаете, это вот естественное отопление в организме, видите? И горох помогает, да? Горох с жиром. Горох немного сбрасывает как раз-таки напряжение и эффект... Стравливает. Стравливает, да, немножко. Хорошо. Но в целом правильно. Так я закончу мысль, Да. что забыл из что-то, правда. сути. Из сути, да, они замерзнут сами по себе. Поэтому, что хочется сказать, замерзнут. Они уже, вот у нас больше натуральная еда, а у них это эко. Эко-невидаль. Эко-невидаль, да, Сергей Да. Николаевич. Эти И они уже- все пророщенное. Они уже Колбаса пророщенная. у них. деградировали настолько, что уже плюс 7, плюс 6, это уже и мороз уже, и все. Поэтому замерзнет ваша Европа. А вот сейчас посмотрите, помяните мое слово. Трамп придет. Да. Порядок Отключит. наведет. Трамп придет. И гороха не будет у вас. Отключит Нечем вас будет, от- так сказать. Всего на свете. Ага, то есть, будете- да. то есть поэтому мы так про безопасность, да, поэтому мы так Да. много говорим про защиту и оборону. Конечно, конечно. Чтобы. Конечно, А где же безопасность. это, где-то оружие это посмотреть? Говорят, что уже и ядерное там есть в Беларуси. Это строжайший секрет, это наша тайна, понимаете? Но с другой стороны, мы же хорошо сидим сейчас. Да, Сергей Николаевич. Почему бы не рассказать? А давайте приоткроем за кулису. Вот Немножко вот да. так, да. Вот смотрите, я опять же про Трампа. Да. Вернусь туда. Вот сейчас заявлено господином Трампом, бывшим президентом Соединенных Штатов Да. Республики Беларусь. Не надо. Оговорка, не дай бог. Не говорите только по Ну, про выборы в Беларуси мы можем отдельно поговорить. Отдельно Поговорим да. пока. Хотя зачем, господи? Что Ну, ладно. анонсировал? Значит, раскрывает тайну убийства Кеннеди 11 сентября. И что? НЛО над Америкой стали сейчас летать. Слышали? Вы видели, такое? да? Журналисты. Слышали, Вы же журналисты. Да, но он же и министром здравоохранения Кеннеди тоже назначает. Вот, поэтому Да, будут, да. наверное, открывать эти все тайны. Так вот и вы, А вы думаете, подумайте. когда этот дрон упадет, какой там штрих-код будет на этом нижнем этом панели этой нарисован? Че, Какой? что за- Купляйте белорусское. Какой штрих-код был? 841. Забыли уже. НЛО, которые летают над Америкой, это наши НЛО. Это наши. Это совместное производство, завод Интеграл? уколовых тягачей Да. и интеграл. Да. И горизонт. Ну там еще примешан... Экранчики А маленькие. на Алиэкспресс его купить можно? Не, там Ну- еще примешан хладокомбинат номер 2 чуть-чуть. Да, охлаждающая система, Мороженое. которое. мороженое. Ладно, вот говорят, что у нас есть враги, особенно Да. НАТО Да, и да. прочее. А вот кто конкретно угрожает Беларуси? Вот можно пальцем показать? Ну, вот пальцем можно тыкнуть в любое место здесь. Можно вот ходить и попадешь пальцем в Просто вот- небо. Просто вот уважаемый Павлюк так и хочет нас на что-то Подкузмить. надеть. Нас не обведешь вокруг На пальца. Микине не обведешь. Да. А на чем? У нас... Подождите, вы что-то нам предлагаете? Это взятка? Масик хочет водочки? Что-то у вас человек, который в ухо вам говорит, запутался. Ваша нейросеть, который печатает, хочет водочки, цитаты, сейчас стихи Сергей будут. Николаевич, вот я смотрю на Цифры Павлюка. какие-то. Сергей Николаевич, Да. давайте внимательно. Да. Вот хороший же человек. Хороший, потенциально. Вот зачем ему Потенциально. журналистика? Да не знаю. Вот ему трубку и боцманом куда-нибудь бы хорошо. Или было. разгадывать Там еще и какие-нибудь аналитика детективы. у него, кроме журналистики, еще аналитика. Вот, Так что вот. да. Пойти в детективы, разгадывать эти преступления польские, а их много на здесь. день можно идти читать про погоду. Хорошо. Тоже. Ну Это да. же тоже Да, журналистика. заманчиво. Можно делать журналистское расследование в области погоды. Да. О, кстати, если А тучи оружие. сгустились Почему? над Почему? родиной, да? Почему? Да. вы Почему слышали? снега нет тут Вы у вас? слышали про сейсмическое оружие? А вот в Беларуси проходят выборы, и вот я вот видел по телевидению, что Александр Лукашенко сказал, что а давайте освещать и других кандидатов, Да. а при этом как-то его не слушают. Что это значит? Почему его не слушают? Почему других? СМИ не освещают других? Да. Ну, во-первых, Только его да, показывают. он самый, конечно, освещенный.
во всех смыслах. Светится. В прямом и переносном смысле этого слова. И понимаете? наоборот. Сам освященный. Он сам себя осветил, вот когда в прорубь ныряет, он сам себя. А кто, а вот вы мне А с другой- скажите, да, с другой а вот стороны, кто еще может, как он, нырнуть в прорубь? И зимой? вот, смотрите, вы же сами, когда читаете журналы, вот желтую прессу, ну, я знаю, вы любите. А вы и да? пишете, И пишете. Какие вас заголовки привлекают? Пенсионер снял 3 проституток. Ой, Сергей Николаевич, девушек с и пониженным- показывал им 17 мгновений весны. Вот что интересно, Да. понимаете? Чтоб клевало. Контент. И вот первое лицо дает контент. Вот он там Сергей Николаевич, интересно все время что-то делает. харизматично. Да. Он может, вот кто еще из этих вот, которые идут с ним ноздря в ноздру, как будто они думают, кто еще может колоть дрова и держать одновременно собачку свою? Никто. Это интересно. Как И нырять в прорубь. слово какое ляпнет, вернет. Это же все, это ваш хлеб, он вам дает хлеб. А вы его руку за это кусаете в лучшем случае. А вам? А вам? Хлеб дают? Послушайте, ну, Но мы сами у можем. нас нет ничего своего, понимаете? Вот ничего своего. Вот костюмы. Сколько мы носим эти костюмы? Не стиранными? Послушайте, ну, я же вам и сказал, что вы потенциально хороший гражданин, но придется взять свои слова обратно. Нет, конечно, просто это все гумовское. Нам когда-то в молодости купили Сергей мы. Николаевич, я отвечу на вопрос Да. Валентина. Гумовское стирать не надо. Да, гумовское стирать. В общем, у нас ничего нет правильно, химчистка. своего, поэтому какой у нас хлеб? Крошки со стола подъедаем, понимаете? Ночи не ночуем, думаем, все как и что. И не надо нам того хлеба. Нам только бы как-нибудь вспомнили. Мы где-нибудь, да. больше даем зрелищ. Кстати, про зрелище. Вот в начале года Качанова обещала, что будет рассматриваться законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. А вот что-то его так и не внесли. Говорили, а не вносят. О чем? Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Скажите, Что вот это такое, да? расшифруйте, я вот сколько пытаюсь, расшифруйте мне, что такое ЛГБТ. Так вот, законодатель бы и расшифровал, мы бы тогда и узнали, что такое ЛГБТ-пропаганда. Так вы не давайте знаете, для да? наших зрителей скажем, что такое ЛГБТ. Вот расшифруйте вы. Скажите, вы же свободны здесь. То, что мешает нашим традиционным ценностям. причем и несет им 4 угрозу. буквы эти могут мешать? Что за АБВГД? традиционным Что за АБВГД, понимаете? То, что мешает, а там буквы ЛГБТ, что они означают? Произнесите эти слова в конце концов. Боятся. Вот сколько Их тут лет запугали. журналистики якобы свободны, а боятся. Будьте за ЛГБТ, им говорят, а что, они даже не знают. А потому что понимаете? знают, что когда произнесут эти слова, то... Не-не-не, вопрос был в другом. Законодатель в Палату представителей обещал внести законопроект и рассказать нам, что это такое. Ну будем ждать тогда. А почему не вносят? Они не знают, что это такое? Послушайте, все-таки вы как-то ушли от ответа, и вопросы здесь задаем мы, Почему? так исторически сложилось. Послушайте, Истерически так сложилось. если бы вы произнесли эти слова, которые скрыты за безобидными, невинными, целомудренными буквами Л, Г, Б, Г и Т, У нас есть БРСМ, например. да, вот БРСМ, можем все буквы сказать. Русский республиканский союз молодежи. Все, легко. А у вас ваши слова во рту растут, ЛГБТ. понимаете? И вяжут. Поэтому и запрещают. А там еще и плюсик. А что за плюсик? Да. Что стоит за И плюсиком? примкнувшие к ним. Да, под плюсиком можно подогнать все, что угодно. Так что знайте, с кем и на кого вы работаете. Поэтому наш законопроект, он выдвинется и будет всеобъемлющим. Вот понимаете? И За этими- БРСМ затронет. За этими... Нет, конечно. Нет никаких пресечений, кроме буквы «Б». Хорошо. Л, Г, Б, Т, Б, Р, С, М. Пресечений нет, понимаете? Извините за... Немножко. Немножко, Просто это это больная тема, Да. Но мы понимаете? видим, что вы разнервничались, то есть, ну вот как бы традиционные ценности, они все-таки под угрозой. Конечно, хлеб всему голова. Да. Да. Хлеб всего... А картофель хлеб. Второй хлеб. Картофель второй хлеб. Двухголовое Получается, такое. да, как орел. Получается, как орел двуголовый. А сало? А сало, ну, третьей головой уже, наверное, лишнее будет Сало называть. это, Очень много. на чем смазана сверху. дорога Да. к сердцу мужчины. Ну там уже тогда уже и гречка где-то должна быть. Гречка, да, а быстро разваривающаяся. Ну, мы запретили. А, кстати, ее. Она запрещена. опасна. Да, запрещена у нас теперь. А почему она опасна? Очень не прошла тесты. Невкусная. Она написана быстро разваривающаяся, а готовится 35 минут. О чем речь? Куда? А У нас- в какой Куда торопимся? В какой ЛГБТ вы лезете? Если гречку вы не смогли наладить. В калашный ряд, как говорится. Да. И сейсмическое оружие.
Это все звенья одной цепи, понимаете? Сейсмическое оружие, ЛГБТ, И быстро разваривающаяся гречка. Конечно. Ну хорошо, но после 26 января, наверное, все как-то наладится совсем окончательно, да, в стране. Всё Как-то, налажено давно. как-то упаднически наладится окончательно. Чтобы вы понимали, когда идет хороший сериал, все ждут очередного сезона. Да, Вот и у да. нас 7-й сезон пойдет. А чем Так что закончится? Все Не ждем. знаю. Все ждем. Это ж, все ждут, когда поженится вот это Изаура С катанием. с капитаном Катани, да. И со спрутом. Все ждут, но интригу. И наш президент тоже сохраняет эту интригу. Что будет дальше? Что будет? Это интересно. Он интересный, понимаете? И, то есть результат непредсказуем. Непредсказуем, да. Непредсказуемый, интересно. но мы его знаем, конечно. Но безальтернативен. Вот у нас все-таки есть надежда. А ваша программа называется Как, Сергей Николаевич? Дейна. Во, вам некуда идти, а нам есть куда. Да. Ну что ж, до дома гостики, до дома поели коники солому. Что-то какое, что-то. Я бы перевел, но не понял. Сергей Надеюсь, что Николаевич. это не какая-то ругательство местное. Я подумал, заклинание, может. Заклинание, и мы бах, и в жабу превратились. В жабку. жука. В жабку. В жабку. Это у них, да, все в жабку превратилось. Кто-то сказал заклинание, все везде. Вместо жреу и жеса везде жабки понатыканы. Ну, на самом деле, вопросов-то у нас для вас уже больше нет. Так нет, на суда, как говорится, нет. Ну что, что-то порекомендовать вам? Не знаю, столы какие купите себе побогаче. Ну вы же все-таки организация. Что-то серо, блекло, бедно. Может, подарить что-нибудь, Сергей Николаевич? Давайте я могу подарить свою корочку. Будете бесплатно ездить на самокатах тут. А это апрельские тезисы? Да. Это в музее наш будет пропаганда. Именные командирские часы. Вот мне пишут, вот Сергей Николаевич мне пишет. Да. Вот пишут из Европы. Да. Здравствуйте, меня зовут Збигнев из Быдгоша. Мне очень нравится ваш напор. Вы говорите, что? Гораздо убедительней наших так называемых политиков. Не было ли у вас шальной мысли стать политиками в нашей Европе, чтобы навести здесь порядок? Господи, Это вот нам это пишут. вопрос, да. Простые поляки мы нам уже- пишут. мы уже подводим итог. И что, и ваш ответ? Итого. Наш итого. Думайте, расшифровывайте. Мы не хотим все вам разжевывать. Вы должны сами жевать, понимаете? Да. Что ж, если мы вам кашу А целую, вы привыкли, что вам пюре делают это детское? Вот это и, да. И ложечкой вас опять кормят. же, пророщенное, все, да. А мы вам даем цельное, как бы, мясо. Как кофейные зерна, которые не размолишь. А у нас есть Кофе-лювак? снова какое-то заклинание. Кофе-левак. Это какая-то религия точно. Я только жакей знаю. Да. А есть жакей не только кофе. А есть здесь жакей. А есть кофе жакей, а еще кое-что жакей называется. Изделие. Интересно. Тоже хорошо. И гусарский еще есть. Гусарский? Я давно уже не покупаю. Это что-то связано с кожей и плетками, Сергей Николаевич? Да, с кожи Так, кожзамской. уважаемые мои, Традиционные ценности, понятно. как бы на что-то вы ответили на наши вопросы, а от каких-то вопросов вы ушли, конечно, очень. Каких мы ушли? Про 7-й сезон как бы хотелось поподробнее. Будет ли он, да? И какой он будет? Какой? Ну, Как это? У вас есть сомнения, что будет 7-й сезон? Конечно, он И будет. у вас нет сомнений, у нас Не, нет будет сомнений. тепловая смерть вселенной, это понятно. А до этого? Нет, 7-й сезон сериала под названием «Белорусский президент», он будет, конечно, да. И главный герой будет, естественно, тот же самый, уже полюбившийся зрителям. И странно же, чтобы если, опять же, рабыня Изаура, кто-то играет рабыню Изауру, а потом другую какую-нибудь пигалицу на ее место. Вот да? смотрите, сейчас... Это же не Да. дело, да? Вот сейчас сняли «Гладиатор 2», я Да. слышу, Сергей Николаевич. Плюются все. Любят того артиста Потому из что первого. и у нас любят этого артиста. А любит народ. вот робот из жидкого металла. Ну кто его переплюнет? Я про «Терминатор» второй. Тоже, вот замени-ты его. А Ну какой? никак. Он жидким металлом плюнет. Это вот если Ты на что намекаешь? отвечать на ваш вопрос в купе, понимаете, с копом. Да. Опять же, мы не даем вам готовых ответов. Вы сами должны разобраться. Но здесь понятно. кто-то записывает. Кто-то может потом расшифровать наши тезисы. Понимаете, это нужно провести работу. Так что Да, немедленно сегодня же доставайте ручки, тетрадки и проводите Хочется работу. поздравить с Новым годом вас. Кстати, да. Все-таки. Давайте Святой праздник. поздравим с Новым годом.
И хочется сказать, возвращайтесь. Понимаете, мы видим ваши голодные глаза пустые, невеселые. Мы их наполним нашей отечественной радостью, весельем, впрыснем. Будете так сказать, ходить с флажками махать? Ой. не будет другого выбора, кроме как радоваться. Да. Вот. И этого же желаем всем белорусам радоваться. Радоваться. И еще раз. Еще раз как говорил Ленин, радоваться и еще раз радоваться. Кому говорил? Учиться. Каким-то еще раз грустным учиться. людям. Ну, спасибо, уважаемый Сергей Николаевич Сергеевич. До встречи. Делайте инвентарные номера, выходите из серой бухгалтерии, вставайте на ноги. Все, мы придем проверим через год на том же месте. Не дай бог! Не дай бог! Сергеевич, не поленимся, не через год, через 2 месяца. Все, Всё, Место вот у нас встречи это изменить мы нельзя. хорошо, в музее. хорошо. Да. Издаем налоговые декларации, не забываем. А в электронном виде можно? Нежелательно. Лучше по старинке. Нет, Нежелательно. лучше по старинке. Мы не доверяем это. Надеюсь, снималось все на пленку, естественно. Ну, конечно, Схема. конечно. Схема. Да. Шосткинское объединение. Все. До встречи. До свидания. До свидания. Всего Так, доброго. вызывайте машину. Выключайте. Смотрите, грустный сидит. Потому что понял и раскаялся. Ну что, Павлюк, что это было? Ну, не хватает какого-то смеха за кадром, но по большому счету мы сделали, наверное, какой-то такой лабораторный эксперимент, как рождаются мысли в голове пропагандиста и как он работает в живых условиях. Но... Ну и как бы ничего не поняли, потому что мы не услышали, что там с Европой, да, чего же она замерзает. То есть Или не замерзает. Или не замерзает. Кто там бряцает у нас оружием на наших границах. Где наше ядерное оружие? И где наше ядерное оружие, и что там с традиционными ценностями, кто им там тоже... Это грозит. традиция защищать традиционные ценности. Но, увы. Но с другой стороны, мы просто видим, что если у человека хорошо подвешен язык, если он не обязан опираться на факты, как журналист, например, если он не несет ответственности за эти вещи, но с другой стороны может просто говорить в глаза то, что называется божья роса, то все у него получается, с ним очень сложно разговаривать, трудно его как-то направить в правильное русло, ну или, по крайней мере, заставить говорить правду. Но мы-то хотели понять, как вот это вот все работает, как рождается у них в головах вот это вот то, что они произносят, и как потом это укладывается в эти методички. Но получается, что даже такие талантливые, способные персонажи, как Чин-Чин и Сергей Николаевич Сергеевич, не в состоянии внятно воспроизвести вот это вот все. Ну да, у настоящих органических пропагандистов, наверное, это получается немножко иначе, но, с другой стороны, такой эксперимент был, наверное, полезен. Ну, хотя бы веселый, наверное, он получился. Посмотрим уже. Ну, это мы узнаем, когда зрители что-нибудь скажут по этому поводу. Кстати, вот камера все еще работает, и это повод. Ну, дорогие друзья, мы старались как могли накануне праздников как-то в нашу печальную, токсичную тему пропаганды, дезинформации внести какую-то веселую нотку. Ну вот что получилось, то получилось. Не судите строго. Да. Ну, а мы вас поздравляем с наступающими праздниками, с Рождеством, с Новым годом. Поздравляет фирма Модум. Да. Призываем вас по-прежнему быть бдительными, осторожными и находиться в безопасности. И это одно из пожеланий, которое сейчас уже несколько лет подряд звучит во всех обращениях к людям, которые находятся внутри Беларуси. Ну, а мы вернемся с серьезной версией нашего подкаста уже в новом году. Пока-пока. Счастливо.